Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Май вот в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в рамках нашего марафона мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссер периодически выводит номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР. АТР маленькими буквами .ua. Сегодня ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. И ваша подписка поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Ну что ж, я перехожу к основным новостям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что украинская власть составила и передала в Европейский Союз список тех, кого считают виновными в нарушении прав человека на территории временно оккупированного полуострова для применения к ним санкций. Об этом он сказал сегодня на онлайн-брифінгі. Вот его цитата. Ми передали список цих людей, яких вважаємо винними в порушенні прав у Криму, і докладемо зусиль для того, щоб санкції проти цих людей запровадили вже в 2021 році. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рифат Чубаров уверен, что политическая изоляция и ограничение экономических отношений с Россией могут заставить ее освободить оккупированные территории. Тільки повна міжнародна політична та дипломатична ізоляція Росії з одночасним різким скороченням економічних відносин до критичного мінімуму, запровадження ембарго на російську нафту і газ, відключення SWIFT змусять Москву сісти за стіл переговорів зі звільнення окупованих нею українських територій, включно з Кримом, без будь-яких попередніх умов з її боку. А вот заместитель руководителя миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ призвала Россию остановить репрессивную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных. Сьогодні ми повторюємо заклик ООН до Росії припинити окупацію Криму і вивести свої війська з України. Позиція США зрозуміла – Крим – це Україна. Ми рішуче підтверджуємо нашу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Так само, як ми стояли на боці Естонії, Латвії та Литви в темні десятиліття радянського деспотизму, ми непохитно підтримуємо Україну і відкидаємо анексію Криму Росією. Ігор Петренко, директор департаменту внутрішньої політики Міжнародному центру перспективних досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, ассаляму алейкум, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Игорю, ну что ж, как сообщил сегодня Дмитрий Кулеба, украинская власть передала в Европейский Союз список тех людей, которые причастны к нарушениям прав человека на территории оккупированного полуострова. Мы уже 7 лет говорим про персональные санкции, но вот хотелось бы сейчас понять, как они работают, эти персональные санкции, и насколько они могут быть эффективными в нашей борьбе? Ну, безусловно, они могут быть эффективными. В принципе, санкционный механизм один из таких немногих, который дает свой результат. Мы понимаем, что на самом деле вопрос Крыма, он на долгое время был вынесен за скобки многих переговорных процессов. В основном сосредотачивались вокруг вопроса Донбасса, а Крым, ну, пытались, как бы, наверное, не поднимать. Либо это было за молчаливое согласие, либо, ну, понимали, что этот вопрос еще сложнее решить, в частности, из-за позиции, конечно, Российской Федерации, для которых получение Крыма это стало своеобразным таким сакральным действием, про что неоднократно, в принципе, говорил и Путин. И как раз после этих, скажем так, действий, его называют там собирателем земель русских, ему, конечно же, все это очень нравится. Поэтому сложно было. Ну, сейчас мы уже говорим, да, вот о Крымской платформе, мы говорим о привлечении Турции, более активной ее роли, потому что она никогда не одобряла, конечно же, оккупацию Крыма, его захват. Мы говорим о привлечении Соединенных Штатов Америки, которые сейчас достаточно так антагонистически настроены в контексте Российской Федерации. Поэтому в целом механизм санкций, он достаточно действенный, в частности, и персональный, поскольку почему? Это закрывает очень много дверей перед этими людьми. То есть человек, который под санкциями, он
для многих людей становится токсичным, нерукопожатным. То есть вести с ним бизнес даже или где-то быть на каких-то там встречах там, официальных и так далее, это уже очень плохо, поскольку, скажем, санкции — это сигнал к тому, что это персона нон грата, с которой не стоит иметь дело ни в какой плоскости, ни политической. Как это влияет на существование самого авторитарного режима? Влияет и достаточно сильно. Мы же видим, что да, запас прочности у Российской Федерации он достаточно большой, да, поскольку их экономика она связана с углеродом, нефть, газ, продажей. Конечно, тут ситуация на рынках тоже влияет, но в целом они, скажем так, не получают необходимого финансового ресурса, их бизнес. Их бизнес из-за санкций, или они его продают, или они его вообще теряют, то есть он не может работать, не может наполнять бюджет и давать деньги на, в том числе и содержание Крыма. Да? Давайте не будем забывать о том, что это дотационный абсолютно регион, который всегда был, есть и остается. Тем более Российская Федерация Крым превращает в военную базу. Для этого тоже нужны большие средства, для того, чтобы развертывать там ракетные установки, вооружение разнообразное, содержать эту большую армию и так далее. А невозможность закупки технологической продукции, она также существенно бьет и по оборонно-промышленному комплексу Российской Федерации, поскольку они очень много чего не могут производить, в том числе и, кстати, из-за отношений с Украиной, поскольку они, допустим, не могут производить необходимые двигатели для вертолетов, для многих видов самолетов до сих пор, да, поскольку они были очень завязаны на предприятия, которые находятся на подконтрольной части Украины, они могут это делать. Плюс нарастает внутреннее противостояние. Скажем так, что Путин — это все-таки коллективный такой вот субъект. Да, он, конечно, как арбитр, он решает там много вопросов и так далее, но есть разные башни Кремля, как их называют, и там есть бизнес-группа определенная, которая, очевидно, больше всего страдает и которая определенным образом давит на Путина с тем, чтобы все-таки пойти на определенные уступки для того, чтобы немножко ослабить санкционное давление, получить как глоток свежего воздуха возможность сотрудничества с иностранными компаниями, и как-то иметь возможность развиваться. А если у них это не получается, значит, они давят, это сказывается на, скажем, состоянии граждан. То есть мы сейчас уже видим выступления, да, там главная, скажем, причина — это сейчас там Навальный, это была ситуация в Хабаровске. Но в целом все равно эта ситуация не очень благоприятная для любой власти. И также для в Европейском Союзе, кстати, из-за отравления Алексея Навального запустили новый механизм, новый санкционный механизм. Чем он будет отличаться от уже существующих санкционных механизмов Европейского Союза? Если мы говорим о Европейском Союзе, то они ввели, опять же, персональные санкции. Речь идет там о прокурорах, всех тех чиновников, которые были причастны к делу Навального. Да, но они синхронизированы с американскими санкциями в этом вопросе. Да, по-моему, европейцы первые, кто были, но санкции Соединенных Штатов Америки, они намного жестче, поскольку они касаются операций и экспорта, импорта, поставки, опять же, технологической определенной там продукции, и также персональные санкции против конкретных людей. То есть эти люди, они фактически невыездные, они не могут ничем другим заниматься, кроме того, как, скажем так, быть на службе у Путина. Поэтому это серьезное, скажем, такое усиление. Тут больше, опять же, бьют все-таки санкции США, поскольку европейские санкции, они, скажем, менее болезненные для Российской Федерации, для этих представителей, которые вошли в этот перечень. Если говорить о Крыме, вот сегодня, вы знаете, состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что решение украинских властей достроить дамбу на Северокрымском канале может приравниваться к попытке геноцида. Давайте послушаем его цитату. Разве это можно назвать заботой о людях, которых Киев номинально считает своими гражданами? Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64-292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида. Что это такое?
Ну, прекрасно. Нужно заполнить, сделать принтскрин и показывать это властям Российской Федерации, которые будут забирать эту воду от простых граждан, которые там проживают, и передавать ее на свои военные объекты. То есть, в принципе, для потребностей населения пресной воды в Крыму, ну, скорее всего, будет достаточно. А вот что касается уже военных разной инфраструктуры, ну, конечно, здесь может и не хватать, если учитывать, что они как бы ее расстраивают и расширяют. Поэтому здесь проблема выбора самой Российской Федерации, на чьи нужды будет давать воду, поэтому это им потом еще и можно будет на самом деле предъявить. Но мы прекрасно же понимаем, что это манипуляционный абсолютно вопрос, который очень часто тиражируется, поднимается, пытаясь вот в чем-то там обвинить Украину. Ну, простите, пожалуйста, если вы оккупировали нашу территорию, неужели вы будете ожидать, что мы будем помогать содержать военные базы, которые являются угрозой не только для Украины, но и для значительной части европейских стран, да и не только. То есть, учитывая то, что Российская Федерация сейчас занимает очень деструктивную позицию, то есть она ломает все как бы правила, которые существовали фактически после Второй мировой войны. Да, возможно, не только она, да, можем много чего там предъявить и другим странам, в том числе Соединенным Штатам Америки. Но все же сейчас, как бы, когда мир как бы, уже в более таком цивилизованном, скажем, круге с определенными принципами, Российская Федерация их абсолютно не придерживается, просто она не исполняет те обязанности, которые она берет на себя. Поэтому, безусловно, здесь должна быть реакция. Чем жестче она будет, тем будет лучше. Скажите, а насколько сегодня вопрос воды является серьезным и мощным инструментом давления на оккупанта в руках Украины? Ну, он, в принципе, является, безусловно, поскольку речь идет об неудовлетворении самого населения, которое, безусловно, будет ставить вопрос. Но, опять же, не следует забывать о том, что в руках Российской Федерации очень мощный пропагандистский механизм, множество телевизионных каналов, и они его часто применяют, поэтому, конечно же, они будут всячески пытаться обвинять в этом именно Украину, а не говорить о том, что они, извините, пренебрегают потребностями населения и здесь ставят во главу как раз свои военные и такие, скажем, амбиции сверхдержавы. Вот, поэтому, скажем так, здесь в позиционировании, скорее всего, Россия будет выигрывать, но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что опреснять воду не тоже так-то просто. Для этого нужны соответствующие установки, их нужно закупить. А будучи под санкциями, это очень сложно сделать. Ну, можно через третьи страны, конечно, там, но все остальное. Но это не так-то просто. Их содержать потом и все остальное. Но если говорить о том, может ли быть это, знаете, таким рычагом давления в контексте того, что о возврате Крыма, ну, скорее всего, нет. Здесь все-таки Российская Федерация будет бить на то, что Украина плохая, и использует это в своих целях, в своих интересах, да, то есть дальше показывать, что вот такие вот подлые украинцы, они вот плохо с вами поступают, а мы, конечно же, о вас заботимся, но вот они нам не дают то, чем мы сможем с вами поделиться. Вот где-то приблизительно в таких рамках будет все происходить. Давайте обсудим следующий вопрос. Сегодня состоялся онлайн-брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака, где он заявил, что для Украины настало время ежедневно требовать вступления в Североатлантический альянс. Украина заслуживает стать частью альянса, поскольку отстаивает демократические ценности, сказал он. Подробнее в цитате. Настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації. Что это означает? И как вы оцениваете перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс? Возможно ли это в ближайшей перспективе? Ну, вы помните, да, что президент Украины Владимир Зеленский, когда давал интервью на одном из телеканалов в Соединенных Штатах Америки, когда его спросили, что бы вы спросили у новоизбранного президента, он сказал, да, почему мы не в НАТО? Почему мы не в НАТО? Да.
И, в принципе, Украина имеет право ставить такой вопрос. Да, безусловно, я соглашусь с тем, кто может мне оппонировать и сказать о том, что это, в принципе, наша главная проблема. Мы не провели необходимые реформы, мы не сделали там А, Б, В, С, Д и так дальше. Но, по сути, все равно мы должны понимать, что вопрос вступления в НАТО — это также политический вопрос. И здесь нам нужны определенные, скажем, драйверы, которые будут тянуть нас туда и убеждать других членов НАТО в том, что это правильно и нужно. Поэтому, конечно же, таким государством может стать Соединенные Штаты Америки, которые играют первую скрипку. А на Германию с Францией не стоит рассчитывать, особенно после, если какой-то год был, когда они заблокировали предоставление Украины ПДЧ? Да, это был 2008 год. 2008, да, точно. Был саммит в Румынии, и Украина, да, действительно тогда была очень близко к тому, чтобы получить ПДЧ, но такая воинственная риторика Путина, которая рассказывала о том, что это приведет к войне, к захвату Крыма, кстати, да, то, что в принципе и произошло, хотя Украина не в НАТО и не получила ПДЧ, да, то есть мы можем прекрасно себе понимать эту ситуацию. И тогда, да, Ангела Меркель, она была одним из тех, которые говорила, что пока еще не время это делать, ну и соответствующий тогда президент США, он тоже не активно поддерживал, скажем, этот вопрос. Поэтому я опять же говорю, что вопрос Зеленского является абсолютно логичным по причине того, что нам действительно должен быть тот, кто будет выступать драйвером. Плюс у нас еще есть абсолютное право и моральное, и в целом, скажем, право как государства говорить об этом, поскольку Украина — это то государство, которое отказалось от третьего в мире ядерного арсенала, который пребывал в нашей стране. И вместо этого мы получили Будапештский меморандум. Да, здесь мы можем, конечно, апеллировать к тем, кто его подписывал, что после его подписания нужно было работать над тем, чтобы были реальные гарантии. Ну, с другой стороны, скажем, все равно нам гарантировали безопасность, в том числе и США, в том числе и Россия, которая, конечно же, на это напевала, Британия, ну и другие потом страны, которые еще тоже подключались к подписанию этого договора, в том числе, кстати, и Китай, но мы этого не получили, поэтому мы сейчас логично можем спрашивать о том, где же наши гарантии, что такое гарантия действительно может быть в получении ПДЧ и скажем, после выполнения всех необходимых всех требований вступления в НАТО. Скажите, а какие страны Альянса сегодня больше всего противятся нашим евроатлантическим устремлениям? Ну, первая на мысль, конечно же, Венгрия приходит, да, поскольку она близка, скажем так, к Российской Федерации, нынешнее ее руководство, да, то есть когда мы говорим о странах, мы в первую очередь говорим о политическом истеблишменте, а не о, скажем, таких населении. Ну, оно где-то корреспондируется, конечно, но тем не менее. Но в целом мы должны просто понимать, что для членов Альянса Украина на сегодняшний день в лучшем случае это вызов, в худшем случае это проблема, поскольку у нас открытый конфликт с Российской Федерацией, хотя она этого не признает, говорит, что у нас якобы внутренний конфликт, все прекрасно понимают, и Шарль Мишель тоже об этом говорил, что называя Российскую Федерацию стороной конфликта. Вот, поэтому здесь в этой ситуации много стран, они будут с опаской относиться к этому, поэтому, опять же, вопрос Зеленского очень логичен с точки зрения определения той страны, которая будет, скажем, своим авторитетом говорить о том, что это правильный шаг, поскольку, в принципе, Российская Федерация то, что она говорила, может сделать, если вдруг Украина вступит в НАТО, она это сделала, получается, и без НАТО, и здесь мы тоже должны об этом помнить. Да, конечно, надо и думать о том, какая может быть реакция Российской Федерации на это, поскольку любое продвижение, скажем, НАТО ближе к границам Российской Федерации очень болезненно воспринимается. Ну, здесь все зависит, конечно, от, скажем так, состояния Российской Федерации. То есть, когда вступали балтийские страны в НАТО, Польша, Россия была-то достаточно слабая, чтобы что-то другое предложить. Да? И, в принципе, сейчас она тоже достаточно ослаблена, и, возможно, если мы будем усиливать санкции и давление, можем прийти к той ситуации, когда, опять же, она особо ничего не сможет сделать и противостоять это достаточно эффективно тому, чтобы Украина могла получить ПДЧ и стать членом НАТО. Пане Ігорю, давайте підключимо к нашій бесіді зараз Дмитрія Снігирьова, співголови громадської ініціативи «Права справа», експерт з військових питань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, салям алейкум, вітаю вас.
Добрий вечір. Пане Дмитро, говорить сегодня о вступлении Украины в Североатлантический альянс преждевременно, или же вы можете предположить, когда это может произойти? Ну, ви знаєте, ми вже розмовляємо про вступ України фактично 30 років. І далі, на жаль, розмов справи не рухається. Це питання то намагаємося винести на референдум, то взагалі блокуємо, демонструючи незрозумілі для наших західних партнерів кроки. Останні заяви президента свідчать про те, що Україна начебто буде намагатися отримати ПДЧ і відповідно робити рішучі кроки щодо вступу в НАТО. Відповідно, і заяви голови Офісу президента, мається на увазі остання його прес-конференція, свідчить про рішучі наміри. А власне Єрмак заявляє про те, що ми ледь не кожен день маємо говорити про вступ України в НАТО. Але одне – це розмови, а інше, власне, бажання. В першу чергу політична воля щодо вступу України власне в НАТО. Бо фактично цим кроком Зеленський нівелює свої передвиборчі обіцянки, тобто ті симпатії російськомовних мешканців, які тяжіють до Російської Федерації. Тут виникають певні колізії. Чи він піде на рішучі кроки щодо захисту національного суверенітету і державності, чи буде загравати, знову намагаючись сидіти, ну скажімо, сідницями на двох стільцях одночасно. Вот что еще хотела у вас спросить. Сегодня в Минобороне сообщили, что наша разведка фиксирует концентрацию российских военных на границе с Украиной. И стоит отметить, что в последнее время активизировались боевики на востоке Украины и обстреливают все чаще наши позиции. О чем бы это свидетельствовало? Юрсун, дякую за запитання. Тим більше я тішуся, що саме в вашому телеканалі можна донести інформацію щодо стану ситуації на сході України. Так як нас моніторять, я думаю, нас почують і на території власне Російської Федерації. Це свідчить про те, що в першу чергу я хотів би заспокоїти панічні настрої в Україні. Концентрація військ, проведення батальйонно-тактичних навчань і передислокація підрозділів з території самої Російської Федерації на окупованій райони Луганської і Донецької області свідчить про те, що власне Російська Федерація побоюється ескалації військової напруги. Саме те, що Збройні сили України можливо перейдуть у травні на початку квітня в рішучий контрнаступ. Власне те, що відбувається наразі на території районів Луганської області, зафіксовані новітні розробки російського ВПК, це РЛС Креда 2Е1 і відповідно РЛС Купол. Це свідчить про те, що власне Російська Федерація основним моментом, скажімо, військової загрози з боку ЗСУ вважає використання останніми турецьких безпілотних літальних апаратів, які мають вже певну репутацію під час боїв в Сирії і головне на Горному Карабасі. Тобто, власне, Російська Федерація побоюється те, що українська сторона від слів до невиконання мінських домовленостей перейде до нанесення превентивних ударів по місцях зосередження важкої бронетехніки і живої сили безпосередньо на території окупованих районів Луганської і Донецьких областей. От, власне, з цим пов'язана і передислокація, і накопичення, і я ще раз підкреслю, наявність новітніх розробок російського ВПК на території окупованих районів Луганської і Донецьких областей. Есть ли угроза эскалации конфликта на Востоке? Є, Юрсум, загроза, не те, що загроза, ескалація триває. За лютий місяць 11 загиблих. Це не можна назвати провокацією, це повномасштабна війна. Тобто йдеться вже не просто про використання снайперських пар, роботи ДРГ або дистанційне мінування місцевості. І наразі зафіксована робота важкої артилерії калібром більше 120 мм, що заборонена мінськими домовленостями. До речі, активізація військового протистояння спостерігається як на території Донецької, так і Луганських областей. Донецький напрямок – це традиційно Маріупольський напрямок і Піски.
відповідно Луганська область, це так звана Стаханівсько-Первомайський напрямок. Зокрема, сьогодні було неспокійно в районі так званої Бахмутки. Це траса, яка з'єднує, власне, контрольовані території з окупованим Луганськом. От там спостерігається основний театр військових дій, це поблизу селищ Золоте 4, Золоте 5, Калинове. І там, власне, і зафіксована робота російських РЕБів, російських РЛС і передислокація живої сили і завод до ОБК. Дякую дуже, пане Дмитро. Дякую вам, Гульсум, за можливість ефіру. Дякую дуже. Співголова громадської ініціативи «Права справа», експерт з військових питань Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, чуєте? Так, чую. Да, а с чем вы связываете последнюю активизацию действий боевиков на востоке Украины? Или, в принципе, вот то перемирие, о котором вот сейчас говорится, что вот оно нарушается и так далее, в принципе, его и не было как такового? Не, но все же оно было на самом деле, поскольку количество раненых и погибших оно значительно уменьшилось. Да, это не идеально было перемирие, но просто тут можно посмотреть на статистику. Вот когда там с июля или с июня, когда оно было введено в действие, мы все-таки имели значительное улучшение. Но сейчас, очевидно, деструктивная позиция Российской Федерации, она привела к тому, что Украина пересматривает свой подход в контексте Донбасса, да, ну и Крыма, как мы уже говорили до этого, в частности, вопрос вот крымской платформы, которая должна работать. Я это связываю также непосредственно с действиями СНБУ, то есть те санкции, которые были изначально вот введены против Тараса Козыка, что привело к закрытию 3 информационных телеканалов, 12 язык. Потом мы имеем санкции против Медведчука, да, кума Путина, его, соответственно, жены. Мы сейчас имеем расследование против незаконного, да, скажем так, приобретения нефтепродукт провода, да, Самара-западное направление, да, которое связано, которое, скажем так, находится в собственности у людей, аффилированных с Медведчуком. Ну и, конечно же, я думаю, что украинские власти не ожидали подобного сценария, поскольку перед этим президент Украины подписал указание провести проверку зоны ООС, готовности к боевым действиям. Был пересмотрен сценарий, об этом говорил Данилов в контексте разворачивания событий на Донбассе. То есть мы, в принципе, как бы ожидали этого. Сейчас стратегия президента, она заключается в том, чтобы цементировать такую западную вот коалицию в отношении к Российской Федерации. Ну и следует сказать, что мы, в принципе, имеем определенные успехи в этом. Да? Последний визит Шарля Мишеля и его заявление — это показатель этого. Мы наращиваем сотрудничество с Великобританией. Да, мы стали стратегическими партнерами, мы наращиваем сотрудничество с Турцией, мы получили как бы, да, вот особый статус в партнерстве с НАТО. Это все очень хорошие, скажем, сигналы. Вот, поэтому сейчас главное это вот показывать как раз деструктивное поведение Российской Федерации и то, что они не выполняют взять на себя обязательства. Но мы уже имеем и соответствующую оценку от ОБСЕ, который говорит, да, что Украина выполняет взять на себя обязательства и по разводу войск, и по КПВВ, и по обмену пленных, по многим другим. Но вот Российская Федерация этого не делает. То есть мы как раз и показываем нашим западным партнерам. То есть тот сценарий, который был Зеленским изначально приведен, он тоже имеет свои плоды определенные. Поскольку, опять же, Украина показала, что она готова идти на, скажем, многое, кроме, скажем, сдачи национальных интересов в контексте политических вопросов решения безопасности. Но мы готовы то есть идти. Ну а вот как раз Российская Федерация показала свою неготовность. Ну и дальше вот нужно как бы развивать вот именно эту ситуацию. Но, к сожалению, действительно это привело к эскалации, к значительным обстрелам и опять к раненым и погибшим. Дякую дуже, пане Ігорю. Чухсагл, у нас Ігор Петренко був з нами на прямому зв'язку, директор департаменту внутрішньої політики в Міжнародному центру перспективних досліджень. А зараз к нам присоединяється Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, учасник АТО, народний депутат України, фракція «Голос». Пане Романе, ассаляму алейкум. Витаю, студия. Витаю. Пане Романе, мы видим в последнее время
активизацию боевых действий на востоке Украины, когда противник обстреливает наши позиции. С чем вы это связываете? Или в принципе нет никакой вот новой активизации, все как было, так и продолжается? Дивіться, ви мене добре чуєте, бо у мене так дуже шипить. Так, я зараз Нормально вас мене? добре чую. Мені Добре, продублювати? тоді буду говорити. Так, чую. Дивіться, да, дійсно є активізація зараз на фронті. І з чим це ми можемо пов'язувати? У нас був режим припинення вогню, всі його називали перемир'ям. Я сам людина військова і 5 років провів на фронті і пережив не одне перемир'я. І вам скажу, що перемир'я закінчується рівно на наступний день після його підписання. І тільки тоді є тимчасові припинення вогню. Тому це припинення вогню було до тих пір, поки ми десь йшли на поступки Путіну, поки ми там не друкували свою стратегію нацбезпеки, де ми не писали, що Росія ворог, і поки ми всі ці питання притримували. Коли ми вже зрозуміли, я так розумію, що офіс президента зрозумів те, що їм казали до цього, що Путіну невигідно мати мир. Вони і почали діяти, в тому числі і припиняючи інформаційну війну, накладати санкції на проросійські канали. Після цього пішла активізація на фронті, тому що саме Російська Федерація, вона повністю контролює бойовиків з цієї сторони, і вона їм дає команди активізуватися для того, щоб, можливо, бажання налякати владу, щоб влада знову йшла на поступки. Я бачу це так. А какие уступки сейчас может требовать страна-агрессор от нас? В каком вопросе? Дивіться, зараз же ж питання саме головне – це тиск на Медведчука, на кума Путіна, закриття проросійських каналів. А в умовах гібридної війни, які раніше називали політичної війни, інформаційний простір, який використовує Російська Федерація на нашій території, це є основною зброєю для того, щоб там зомбувати або нести пропаганду до наших громадян. Тому для них дуже важливо, щоб цей простір працював. Оскільки РНБО його закрило, то я думаю, це буде одним із основних таких вимог. Це не здійснювати тиск на проросійські сили, безпосередньо на Медведчука зняти санкції і дозволити віщати цим каналам пропагандистським. І тут потрібно бути дуже уважним, тому що щоб вони не відкрилися під іншими назвами і просто ми не пішли на поступки. Скажите, а что делать с Минском? У нас как бы есть Минский процесс, да? То есть мы будем продолжать вот играть вот этот процесс, извините за тавтологию, но так получается, что Россия требует свое, настаивает на своем, на что, естественно, мы пойти не можем. Украинская сторона предлагает свой план действий, естественно, что не принимает Россия. И как долго это будет продолжаться? Дивіться, це буде продовжуватись доки влада не зрозуміє і не почує тих, хто каже про те, що Мінськ це, він вже давно віджив, тому що Мінськ може бути актуальний там на 14-15 рік, коли були сильні бойові дії, і потрібно було якось зупинити кровопролиття. Тоді йшли, я так розумію, на поступки із цієї сторони для того, щоб щось зупинити. На даний момент навіть голова ТКГ Кравчук сам зізнався в тому, що Російська Федерація не хоче виконувати ніяких умов. Для них Мінськ – це така площадка, на якій вони можуть себе зробити миротворця, поставити себе з боку, а за стіл переговорів, що вони роблять постійно, намагаються посадити маріонеточниці владу ЛНР так званих і ДНР. От їх задача їх посадити за стіл переговорів і перед цією спільнотою показати, що ми не агресор. А мы с Минска выйти не можем? Или мы с Минском выйти не можем? Это нам сейчас невыгодно?
Дивіться, ми можемо вийти з Мінська, але тут потрібно бути дуже обережним, тому що ми бачимо, що сталося після того, як ми наклали санкції, Росія почала ескалацію. Ми можемо вийти з Мінська, але перед цим потрібно, щоб сильно попрацювали наші дипломати. Ми повинні заручитись підтримкою Сполучених Штатів, Великобританії і більше Німеччини і Франції, які могли нас захищати, тому що Росія, тільки ми почнемо виходити, вона буде зразу показувати те, що нам не потрібно це робити, і проводити ескалацію. Але для чого, щоб заручитись, знаєте, воно все взаємопов'язано. Для того, щоб заручитись підтримкою Сполучених Штатів, вони нам починають кидати сигнали. Зокрема, сигнали от сьогодні з Коломойським. Сигнал для того, що дивіться, ми вам даємо пас, працюйте, покажіть, ви можете боротися з корупцією, ви можете для себе прийняти рішення і, наприклад, відкрити кримінальні справи і почати їх розслідувати. Якщо влада візьме цей м'яч і почнуть працювати суди і розслідувати цю корупційну діяльність, тоді ми можемо про що з ними говорити. Якщо ми зараз це зільємо, тоді нам залишиться знову сидіти в Мінську, як свого часу і до сих пір би сидів Азербайджан, якби не прийняв вольові рішення і не заручився підтримкою Туреччини. І ми будемо сидіти і чекати, поки закінчиться війна, і йти на поступки Російської Федерації. Тому наш шанс – тільки знайти сильного союзника, і ще раз при цьому не втрачаючи свій суверенітет і незалежність, нарощуючи свої збройні сили і реформуючи спецслужби. Це такий комплексний процес. Але вийти можна, для цього потрібно дуже багато чого зробити. Дякую дуже, пане Романе. Чухсагл, у нас Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямом зв'язку. Я перехожу к следующей теме. В США могут ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает «Голос Америки», ссылаясь на официального представителя Госдепа Неда Прайса. По словам Неда Прайса, в санкционный список организаций, помогающих России в завершении строительства газопровода по дну Балтийского моря, могут быть внесены новые участники. Он допустил такой возможности, отвечая на вопрос журналиста о намерениях Белого дома ввести санкции в отношении компаний, причастных к строительству. Достройка газопровода «Северный поток-2» будет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность по всей Европе, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский. Вот его цитата. Всі мають розуміти, і європейські лідери, і українці, всі мають розуміти, що будівництво газопроводу в обхід України – це питання не лише економіки України, хоча це також дуже важливо для нас, а це питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Якщо потік буде добудовано, буде ще один потужний удар знову по Україні, крім Донбасу та Криму. Володимир Воля, аналітик з міжнародних питань Інституту аналізу та менеджменту політики. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, селям алейкум, вітаю вас. Селям алейкум. Как сложится судьба Северного потока-2? Каков ваш прогноз? У меня прогноз прежний, что он будет достроен, может быть, снова с перенесением сроков на более поздний период. И уже сегодня информация о том, что там что-то застопорилось в датских территориальных водах. Но вместе с тем, если 98% построено, то я не думаю, что Германия изменит свою позицию. Германские официальные лица настаивали и настаивают, что остановка Северного потока грозит Германии и германским компаниям выплатой каких-то компенсаций, неустоек и так далее. Поэтому, скорее всего, поток будет построен, и Украина сейчас должна вести очень напряженные, очень четкие переговоры относительно того, чтобы заключить соглашение с Германией, с Евросоюзом при участии США о механизмах остановки транзита газа по Северному потоку, если будут какие-то попытки использовать этот поток в качестве средства давления на Украину, против Украины. Поэтому количественные какие-то параметры нужно подбирать и выходить. Украинская сторона должна выйти с проектом такого соглашения в первую очередь согласовать с Германией, с руководством Германии, и во вторую очередь с Европейским Союзом и США. То есть поскольку Германия является главным актором политическим, международным, кроме России, поэтому с ней
согласовать проект соглашения и другие заинтересованные государства-союзников привлечь как участников и гарантов. Скажите, а есть ли угроза в случае, если достроят «Северный поток-2» и введут его в эксплуатацию, есть ли угроза полной остановки транзита российского газа через Украину? Есть, несомненно, такая угроза есть. И что это будет означать для Украины? Ну, для Украины это будет означать недополученные миллиарды гривен. Там и доллары, и гривны, да, в миллиардах исчисляется. Там сейчас осталось минимально необходимый объем транзита. Я сумму, к сожалению, не могу сейчас сказать. Цены колеблются на газ, да, и за транзит могут измениться. Но это довольно большая сумма доходов в государственный бюджет. В принципе, мы уже должны быть готовы к тому, что транзит рано или поздно прекратится. К сожалению, для Украины, для нас ситуация развивается не очень хорошим способом. Транзит через Украину может прекратиться не только потому, что Россия прекратит прокачивать газ, а потому что государства, которые получают российский газ западнее Украины в Европе, они его уже получают по другим трубопроводам, в том числе через турецкие потоки. Поэтому северные потоки, турецкие потоки, вообще-то Соединенные Штаты вводили санкции против тех и против других. Да, они делают серьезный акцент, обеспокоенность выражают по поводу того, что и те, и другие представляют угрозу для Украины. Ну вот с Турцией как союзником и с Германией нужно заключать соглашение о гарантиях, чтобы они пообещали, что в случае, если настанут некие обстоятельства, которые фиксируются в каких-то количественных параметрах, минимумы какие-то, да, если минимумы нарушаются, то значит тогда вопрос о том, что наши союзники должны нас поддержать. Скажите, они сейчас пользуются выгодами этих потоков и будут пользоваться, но нужно, чтобы они нас поддержали, когда это коснется критически Украины. Вот вы говорите, что с большой долей вероятностью «Северный поток» достроят. Скажите, а вот те санкции, которые сегодня введены со стороны США в отношении тех компаний, которые причастны к строительству, а недавно стало известно, что 18 страховых компаний отказались от участия в «Северном потоке-2», они, получается, недостаточны для того, чтобы остановить завершение строительства? Они вышли из этих, я не знаю, кто там из страховых компаний зашел и зайдет вместо тех, которые ушли, но по строительству тоже укладкой труб занималась швейцарская компания. Она вышла, да, многие немецкие компании вышли. Те, которые Академик Черский, который способен достроить, тоже уже отчалил. Нет, он там и плавает, он никуда не уходит. В том-то и дело, что это российские плавсредства, российские трубоукладочные судна, а вот немецкие компании, которые кредитовали строительство, они объемы, я насколько понял, объемы кредитования выполнили и вышли, чтобы против них санкции. То есть все неоднозначно, хитро очень. То есть деньги, объем, который необходимо было профинансировать, и не профинансировали, санкции, выходим, да, то есть и что, мы ничего, да? Поэтому Россия сейчас фактически уже больше года действует по принципу, как мне кажется, 5 минут позора своими силами. То есть это российские компании, российские трубоукладочные компании, которые тянут газопровод. Поэтому они, грубо говоря, рассчитывают на свои силы, исключительно на свои. И да, вот то, что санкции затрагивают новых иностранных для России участников, это притормаживает завершение этой стройки. Но не останавливает. Скажите, а может ли Джо Байден, администрация Джо Байдена ввести такие санкции, которые бы сделали невозможным завершение строительства? Или же Байден будет в этом вопросе более гибким и попытается каким-то образом наладить отношения в этом вопросе с Германией и не будет вступать в такую прямую конфронтацию? Джо Байден и Соединенные Штаты не могут уже остановить
процесс введения санкций, иначе они будут непоследовательны. Да. Дело не в фамилии президента, а в том, что это государство Соединенные Штаты Америки, и это их политика. Но тут Поэтому дело в Байден- усилении, либо в сохранении уже существующих санкций. Сохранение существующих и введение новых. Дело в том, что, как я сказал, эти санкции, они касаются тех, кто их боится, кто их будет выполнять. А в основном это европейские и другие компании, а россияне решили пойти уже все на пролом, что там 5 минут позора, вот быстренько достроить и все. И потом эти подсанкционные компании будут закрыты, и санкций нету. То есть вот таким образом. И еще, что касается Северного потока, то пока он строится недостроен, в каком-то смысле это предохранитель для того, чтобы Россия не устроила какую-нибудь эскалацию на Донбассе или не решила на зло признать ЛНР, ДНР в одностороннем порядке. Вот что сдерживает пока тоже это строительство. Это один из побочных аспектов, которые тоже нужно иметь в виду. Спасибо большое, дуже дякую. Чоксагл у нас Дякую. Володимир Воля був з нами на прямому зв'язку. Аналітик з міжнародних питань Інституту аналізу та менеджменту політики. Ну что ж, я вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Я говорю вам до свидания, хороших выходных. Желаю всем телезрителям телеканала АТР. Коршкинч.